О нелегкой судьбе Анатолия Филатова стало известно 3 года назад, после выхода в эфир абхазского телевидения сюжета о нем. Речь шла о жившем в палатке на Сухумской набережной человеке без определенного места жительства. Это и был Анатолий Филатов. Он рассказал о том, как попал в Абхазию. Как говорит Анатолий Филатов, он уроженец Московской области. Впервые приехал в Абхазию добровольцем на войну. В каком именно батальоне он воевал, узнать пока не удалось, но, по словам самого Филатова, он был дважды ранен. Первое ранение было в Гаграх. Писюном было первое ранение. И потом в Галях, уже когда закончили войну. И когда закончили, перестали меня и подбил. И там просто загорелся. Вот, и ребята меня спасли. Нас принимал Арзенбах. Еще на ПСО, когда приехали. Форсирование реки Гумиста для Анатолия Филатова стало роковым, определившим весь его последующий жизненный путь. Бурный поток унес его паспорт и другие документы. Документы все там в реке Гумисте. Вымыло с кармана все. Пенсии не получаю, ничего. Пока гражданин России пытался выехать на родину, прошло время, а жить было негде. Некоторое время он жил в одной семье в селе Кындых. Там он помогал по хозяйству, а после ушел оттуда, скитался и впоследствии оказался на улице. Анатолий Филатов едва мог передвигаться, питался тем, что приносили ему горожане. На Сухумской набережной в палатке он прожил 2 года. Уже после нашего сюжета благотворительная организация «Кераз» поместила Анатолия Филатова в клинико-больничный реабилитационный центр в Гагре для восстановления здоровья. Здесь он пробыл 3 года. К нам привезли Анатолия Григорьевича в тяжелом состоянии. Здоровье было очень подорвано. Человек не передвигался, плохо разговаривал. Было у него и воспаление легких, и суставы больные. 3 года подряд наши врачи, медсестры, мы все ухаживали за ним, назначались неоднократно курсы медикаментозного лечения. В настоящее время у него нет хронических тяжелых заболеваний. Конечно, суставы немножко подводят, сказываются ранения, полученные во время войны. То, что Анатолий Филатов был добровольцем во время Отечественной войны народа Абхазии, доказать было непросто. И тогда представители Республиканской ассоциации инвалидов войны решили выяснить это. Я нашел командира его, Хвыча Кишмария. Переговорил я с ним. Потом из Гела Ивановича, естественно, поехали мы в Министерство обороны. Встретились с Мираб Борисовичем Кишмария. Мираб Борисович, конечно же, сразу же отреагировал. После тщательной проверки в Министерстве обороны Абхазии подтвердили участие Анатолия Филатова в войне. Затем начали собирать документы. И вот, наконец, Анатолию Филатову вручают паспорт гражданина Абхазии и документы, подтверждающие его инвалидность. Вот, все тебе документы готовы, пенсия готова. Живи и здравствуй. Держи. Анатолий Филатов не может сдержать слез, ведь этого события он так долго ждал. Он благодарит всех, кто оказался неравнодушным к его беде. Дай Бог здоровья, счастья и здоровья жизни. Мира не были нигде. Дай Бог, чтобы и дети. Анатолию Филатову 78 лет. По его словам, родственников в России у него нет. В понедельник его отправят в Сухумский дом-интернат для престарелых, где он будет находиться под медицинским наблюдением. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.